Это еще одно мероприятие, посвященное 80-летию атомной промышленности в республике, в развитии которой участвовал Сухумский физико-технический институт, один из центров советской атомной науки. Сегодня Абхазия и Россия активно сотрудничают в направлении масштабных проектов при помощи Фонда содействия развитию муниципальных образований, Ассоциация территорий расположения атомных электростанций и концерна Росэнергоатома. Так реализовано множество совместных проектов. Кроме того, это уникальный формат, в нашем случае служит мостом для народной дипломатии, эффективной площадкой плодотворного обмена опытом между городами и регионами стран-партнеров, госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом». С удовлетворением хочу отметить долголетнее сотрудничество и взаимовыгодное партнерство Фонда с Республикой Абхазия. Очень важно, что особое внимание в рамках этого партнерства уделяется будущему поколению, развитию способностей и раскрытию потенциала детей и молодежи. Премьер отметил, что благодаря поддержке концерна Росэнергоатом и фонда в Абхазии успешно функционирует 5 атом-классов. Это самое большое количество атом-классов, открытых за территорией Российской Федерации. Также в республике реализуются 3 международных детских творческих проекта. Владимир Делба подчеркнул готовность к дальнейшему сотрудничеству. С учетом того принципиально важного обстоятельства, что абхазо-российские стратегическое партнерство и политика союзничества вышла на новый этап определения приоритетов развития, выработка программ и проектов и их реализация проходят под непосредственным патронажем президента Республики Абхазия Бадыр Зуравовича Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, мы уверены, что поставленные задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Со своей стороны подчеркиваю, что правительство Республики Абхазия выступает не только в качестве содействующей стороны, а прямым участником реализации достигнутых соглашений и принятых проектов. Готовы к совместной работе и всегда открыты новым идеям, направленным на углубление двухсторонних отношений. Концерн Росэнергоатома реализует проекты на территории дружественных стран, подчеркнул первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям Джумберт Кибучава. Абхазия всегда была в первых рядах этого направления. Мне хочется сказать о том, что мы с вами, наши отцы, деды, внесли очень большой вклад в то дело, которое, так сказать, мы сегодня имеем на заре становления атомной отрасли. Здесь это было уже сказано господином премьером. Абхазия внесла огромный вклад в ускорение создания того самого оружия, которое и по сегодняшний день нам позволяет чувствовать себя уверенно и в безопасности. В планах фонда и концерна Росэнергоатома совместные проекты в направлении спорта, культуры и различных просветительских программ. Ждем вас. Мы готовы сделать то, что важно вам, вашей республике, вашим детям. Самое важное, что хочу сказать, самое приважное, хочу сказать огромную благодарность президенту страны, премьер-министру, кабинету министров, правительству Республики Абхазия, лично Джумберту Леонидовичу Кибучаеву, потому что если бы не он, не его личные отношения, добрые, чистые отношения, да, вряд ли бы вот это все здесь произошло. Для обеспечения равных возможностей для талантливых детей нашей страны, которые проявляют интерес к естественно-научным дисциплинам, нам очень хотелось бы иметь подобные классы хотя бы по одному атом-классу в каждом районе нашей страны. Открытие атом-классов значительно повысит интерес наших учащихся к этим дисциплинам. Атом-классы оснащены всем необходимым оборудованием, тем самым создавая уникальные условия для углубленного изучения предмета.
Они предоставляют возможность осваивать, естественно, научные и точные дисциплины в современных условиях, что является бесценным вкладом в будущее. Мы уже при третьем президенте начали свою работу или продолжаем свою работу. Это кабинет министров, это руководители муниципальных образований, но и еще это директора общеобразовательных школ, директора детских спортивных школ и спортивная общественность, которая не только для меня, но и для всех нас является одной семьей, потому что годы, проведенные на олимпийской базе в Ишере, они не проходят даром. Поэтому землю Абхазии мы знаем хорошо, очень ее любим. Очень быстро мы здесь работаем комфортно, потому что нам все помогают. У нас долгосрочные соглашения заключены с Госкомспортом Республики Абхазии, с Министерством просвещения Республики Абхазии, с детской спортивной школой Республики Абхазии. Мы очень плотно работаем с национальными федерациями, с Федерацией футбола Республики Абхазии, баскетбола, борьбы, бокса. В баскетбольной федерации по просьбе баскетбольного сообщества республики с большим уважением принял приглашение быть членом попечительского совета этой федерации в память о нашем старшем товарище, друге Сергее Васильевиче Багапш, который был прекрасным баскетболистом. В рамках заседания состоялось обсуждение дорожной карты сотрудничества на 2025-2026 годы. Программы направлены на подрастающее поколение, рассказал председатель фонда АТР АЭС Андрей Захарцев. Новый проект у нас появился, он начал развиваться, он называется Atom Game. Это компьютерный спорт, фиджитал спорт, то, что сегодня современно среди молодежи и детей, это современные цифровые технические направления. Более 4000 человек уже у нас в этом направлении приняло участие, начиная с 2023 года, и мы видим, что эта популярность, она нарастает, и дети очень активно откликаются и включаются, безусловно, в эти проекты. Министр культуры Даур Кови отметил, что Минкульт России совместно с концерном и фондом оказывает большую поддержку в реализации различных проектов. Так, например, завершена масштабная реконструкция Национальной картинной галереи. В Сухуме восстановлен выставочный зал. В ближайшее время планируется модернизировать здание музыкального училища, что существенно повысит качество музыкального образования в республике. Особое значение имеет социальное сотрудничество с концерном «Росатом». Помимо энергетических проектов, «Росатом» активно вкладывается и в социальную сферу. Так, например, в сфере здравоохранения в Абхазии построен современный медицинский центр, обеспечивающий широкий спектр лечения и диагностики для жителей республики. В сфере образования реализуется проект создания атом-класса в абхазских школах, специализированных кабинетов с современным оборудованием, повышающих качество обучения и стимулирующих интерес к науке и технике. В рамках заседания было подписано соглашение о реализации дорожной карты на 2025-2026 годы. Подписи поставили глава Абхазского фонда, министр культуры Даур Кови и председатель фонда АТР АЭС Андрей Захарцев. Подписали соглашение о сотрудничестве Новый Афон и Гагарский район с Сосновым Бором и Нововоронежем за вклад в развитие российско-абхазских отношений. Медалями 80 лет атомной отрасли России награждены премьер-министр Абхазии Владимир Делба, министр культуры Даур Кови, директор СВТ Анатолий Марколи, ректор АГУ Олег Угварами, глава Гагарского района Юрий Хагуш, доктор филологических наук, журналист Владимир Зантария. В завершении встречи, общаясь с журналистами, Джумбер Ткивучава отметил успехи сотрудничества концерна «Росэнергоатом» и фонда АТР АЭС с министерствами и ведомствами Республики Абхазия. Ответственный секретарь фонда, директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти Светлана Чурилова рассказала о работе над совместными проектами. Я с полной ответственностью заявляю, что с того момента, как концерт со своим фондом АТР АЭС вступил, так сказать, в взаимоотношения с определенными министерствами, ведомствами Республики Абхазия, результат налицо. Дети приезжают, преподаватели приезжают, дети участвуют в конкурсах, открыты 5 атом-классов. На самом деле, когда мы говорили о том, что наш фестиваль, который мы проводим в Абхазии уже в течение 3 дней,
посвящен 80-летию атомной отрасли и 80-летию победы в Великой Отечественной войне, то мы понимаем, что оба наших народа имеют прямое отношение к этим датам. Возьмем создание атомного проекта. Абхазия была именно той территорией, где атомный проект зарождался, где принимались ключевые решения, где велись уникальные разработки. Если говорить о Великой Отечественной войне, то очень много абхазских ребят, мужчин полегло за родину, которая у нас была в то время общей. И вот эти вот корни, они же остаются. Мы об этом помним. Фонд Ассоциации территорий расположения атомных электростанций создан 6 февраля 2013 года с целью объединения усилий концерна «Росэнергоатом» и органов местного самоуправления в реализации различных программ. Гугуца Вардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение.